Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Шалом алейхим. Гутен абенд. Hello. Всех, друзья, приветствую. Сегодня у нас очередной стрим на канале Reality в YouTube и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Сегодня 11 декабря 2025 года, 18 часов 30 минут по Берлину, соответственно 20 часов 30 минут по городу Джохару. Я вас всех приветствую. Сегодняшний свой стрим я назвал 31 год с начала античеченской войны России. И вторая тема — НАТО, следующая цель России. Об этом и многом другом давайте поговорим, друзья. Об этом и многом другом давайте поговорим. Всем еще напоминаю, как обычно, всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, либо фашистской России, пожалуйста, соблюдайте меры безопасности и берегите себя. Витаю, Баланетка, тебя, дорогая, витаю. Все остальные присоединяйтесь. И давайте проведем этот стрим на высоте, так сказать. Ну, вначале хочу вам напомнить, как и вчера я вам рассказывал, что ровно 11 лет назад, в 1994 году, фашистская Россия совершила акт агрессии, четвертый акт агрессии и первую полномасштабную военную агрессию против Чеченской Республики Ичкерия. Так началась так называемая Первая русско-чеченская война, или же античеченская война. Россия, которая после развала Советского Союза посчитала, что ей нужно восстановить свою империю, и отвлекая больной имперской шизофренией российский народ, отвлекая его на то, чтобы завоевывать и восстанавливать, так сказать, русские земли. С каких это пор наши земли стали русскими, я так и не понял до сих пор. Фашистская Россия начала войну. Я полагаю, они понимали, что это не будет скоротечная, быстротечная война. Я думаю, они это понимали. Вероятно, даже, может быть, первая загнанная колонна российских бандформирований, она была первая 26 ноября заслана туда, 26 ноября 1994 года, то есть за 2 недели, за где-то чуть больше 2 недель до начала вот этой полномасштабной войны. Под видом оппозиции Евгений Савастьянов, военный преступник, зачинщик геноцида, исполнитель страшной провокации против чеченского народа, бывший главарь банды УФСБ Москвы и Московской области, Евгений Савастьянов, который сейчас с таким же фашистом и пропагандистом Евгением Киселевым ведет стримы, общается. Сейчас Савастьянов проживает в Соединенных Штатах Америки. Вот этот бандит и преступник, которого неминуемо ждет справедливый международный суд, собрал людей и загнал их туда. Как говорил Литвиненко Александр, было похоже, что вот именно Савастьянов, они загнали туда вот эти 26 ноября войска свои из Таманской и Кантемировской дивизии, чтобы их уничтожили. Чтобы для России был такой повод начать войну. Вот смотрите, наших мальчиков убивают там и так далее. Затем, когда уже не получилось этой малой колонны, они фактически, это была такая разведка боем,
когда они поняли, что у нас недостаточно ни гранатометов, вообще это даже смешно сейчас вспоминать, да, если бы не так грустно это все было. У нас не было ничего. Мы бутылками зажигательной смесью, с какими-то там топорами, вилами, в прямом смысле слова, в прямом. Люди выходили, воевали. И российская армия увидела это. Она сказала, что у них ничего нет. И фактически не было. Да? Самое большое оружие это был гранатометный снаряд. И больше ничего. И вот в этот момент они 11 декабря со всех направлений Ставрополя, с Дагестана, с Ингушетии вели войска. В Ингушетии ингуши перекрыли дорогу, погиб министр здравоохранения Ингушетии, который пытался препятствовать вводу войск. В Дагестане, Ауховском районе, где проживают чеченцы, также люди выходили, пытались перекрывать дороги. Ставропольский край, конечно же, никто не мешал, они спокойно зашли. И вот со всех сторон они к нам вошли, уничтожали со всего, что можно было, вели войска, нахрапом решили нас сломить, но они не просчитали одного момента, что даже если нет достаточного количества оружия, то они сами везли это оружие. И мы, чеченцы, воевали трофейным. Большая часть оружия, которое у нас было, это было трофейное оружие. И это была самая настоящая народная война. Если на земле когда-либо была народная война, я свидетель этому, это была самая настоящая народная война. Вот она была одна из вот этих народных войн. Каждый чеченец, от мала до велика, от женщины до старика, до бабушки, каждый был занят своим делом. Бабушки, женщины спасали людей, перевязывали, вытаскивали детей. Огромном количестве люди пытались, все. Каждый переживал, весь народ молился, как один единый организм молились. Все пытались помочь. Все, просто ты идешь по улице, тебя просто хватают и затаскивают, покушайте, в дом к себе, покушайте, отдохните, это сделайте, то сделайте. И вот, короче говоря, и такой прилив мотивации, прилив уверенности, что ты делаешь правильное дело, это все очень помогало. Залили кровью просто, затопили чеченскую столицу тогда. Я помню консервный завод, там место такое есть, вот в этом месте просто нельзя было пройти, лежали трупы российских солдат, оккупантов. Солдатами их назвать нельзя, это мародеры, убийцы и оккупанты, которые пришли на нашу землю и убивали все живое. Наших русских убивали, русскоязычных. И первый удар, основной удар пришелся именно по этому гражданскому населению. Многие погибли под завалами, потому что самолеты, артиллерия, танки бомбили, грады, ураганы днем и ночью, без остановки. Просто невероятно, не передать просто словами, какое тогда было время. Город Грозный был 450 тысяч населения. Это небольшой город, который находится на равнине. И высоты, которые есть вокруг него, с них просто все просматривалось и обстреливалось. Просто все стиралось с лица земли. Убивали всех, женщин, детей, стариков, животных, домашний скот, собак, кошек. Просто все убивалось. Просто все убивалось. У нас в Черноречии был человек, молодой мужчина, который кошкам, собакам, их очень много было, некоторые уже сошли с ума, и чтобы они не ели человечину, и они голодные, холодные, там кто-то бросил собаку, кто-то там убежал, бросил во дворе, там, он их отвязывал, ходил по огородам, перелазил, вытаскивал этих собак, кормил их, кошечек много очень. Тоже, короче, чуть с ума не сошел с этим совсем, с этой живностью. Не знаю, что потом стало с этим совсем. Ну, вот такая вот была история. Каждый пытался помочь. Маленькие дети, 10 лет, 12 лет,
бегали с ключами, ключ, разводной ключ такой вот у слесарей бывает, который увеличивается, вот так укручивает, увеличивает. И когда кто-то подбивал танк, вот эти 10-12-летние дети запрыгивали на танк, пытались открутить пулемет, там, ну вот какие-то свои приспособления они использовали. И я помню, там был рассказ, парень спрашивал о том, что через сколько взорвется боекомплект в танке, чтобы он успел добежать и снять этот пулемет с танка. Это была народная война, народная война. Чеченцы как один встали. Ну, Россия применяла все свои грязные методы, все бесчеловечные, жестокие методы против нас. И вот началась так война. Все, после этого больше чеченская земля не видела спокойного времени. Затем, хоть мы и победили в первой русско-чеченской широкомасштабной, полномасштабной войне, но уже это был не мир, это уже было такое время, то же самое, та же война, только уже немножко другими методами. А потом через 2 года и уже вторая русско-чеченская или пятая военная агрессия фашистской России против Чеченской Республики Ичкерия и ее народа. И сегодня 31 год прошел с тех пор. Я вчера просто рассказывал, больше особо не буду рассказывать. Если будут вопросы, задавайте. Как-то в 2016 году здесь, в Гамбурге, мы провели митинг против войны в Украине, против войны в Сирии. И тогда я сделал плакат, он у меня где-то до сих пор есть, где было написано там Ичкерия 94-96 год, 99 и до бесконечности, Грузия 2008 год, Сирия 2011 год, Украина 2014 год, и Европейский Союз, и вопросительный знак я поставил. И сегодня генеральный секретарь Альянса НАТО Марк Рютте в Берлине заявил следующее. НАТО – следующая цель России. По его словам, президент Российской Федерации Владимир Путин не остановится на войне в Украине. Следующей целью России станет НАТО. Рютте подчеркнул, что союзникам по НАТО пора в полной мере осознать масштаб угрозы, исходящей от Москвы, и ощутить всю срочность ситуации. Рютте призвал членов Альянса к увеличению расходов на оборону и военной поддержки Украины прямо сейчас. Генсек НАТО подчеркнул, что в 2025 году Россия стала еще более наглой, безрассудной и жестокой. По его данным, армия РФ выпустила по Украине уже более 46 тысяч дронов и ракет, а также нарастила производство ударных БПЛА до 2900 единиц в месяц. То есть Россия может еще очень-очень много бед натворить и собирается натворить. И это не выдумки, как Путин пытается представить. Да мы что, нападем разве мы на Европу? Да это смешно, это глупо, там туда-сюда говорит. То же самое он говорил про Украину. Да не, вы что, да никогда, это наш братский народ, да чтобы мы, да не в жизнь. И вот смотрите, что говорит Джохар Дудаев на эту тему. Что самое страшное, что российская сторона к своим же этим посланцам сюда на эту бойню относится настолько безнравственно. Зарывают ямы сотнями, трупы гниют, едят собаки, едят кошки на обозрение всего мира. И демонстрирует, вот те мы какие беспощадные и к своим, и к чужим. Что с нас спрашивают? Конечно, планы в России были и аппетиты широкие, и раньше.
но осеклись на Афганистане. Знаете, как в анекдоте муравей перевязанный идет, а кумарик спрашивает: что с тобой, Мурик, дорогой? Что случилось? Да, было дело. Хотел светлячка отведать, да на окурок нарвался. Вот так нарвались на Афганистан, и аппетиты немножко поубавились. А когда погорели на Афганистане, то решили изменить политику, привлечь Европу на свою сторону, идеологии политики, и заигрывать с Европой, чтобы усилиться до Индийского океана, Ближнего Востока, Босфора, Красного моря, а потом шлепнуть и Европу. В Крыму еще будет бойня. Украина еще схлестнется с Россией на непримиримых. Пока русизм существует, он никогда не откажется от своих амбиций. Вот сейчас вот славянская там под этой маркой хотят подмять, как и в прежние времена, опять Украину, Белоруссию, окрепнуть и там далее. Теперь с Россией никто и в союзе, военном, не только военном, и в экономическом, и в политическом, и даже в торговом отношении никто не хочет быть. Уж хорошо изучили. Сколько можно. Россия, по сути дела, рекетер. Вот она угрозами, танками, армадами, выбивает себе деньги. Вот теперь грозится дать ядерную технологию Ирану. И если не, значит, цивилизованный мир не хочет этого, то давай мне деньги на восполнение этой прибыли. Вот рэкет обыкновенный. Обыкновенный рэкет. То, что сейчас Джохар сказал, это очень глубинные мысли, которые он говорит. Они пренебрежительно относятся к своим солдатам. Мы это видим по Украине. Мы это видим сегодня благодаря тому, что у нас есть сейчас возможности через дроны увидеть. Много-много сейчас телефонов, камер у всех на руках. Они сами снимают свои трупы там и так далее. И, конечно же, у нас у всех есть доступ к интернету, и мы не только вот нам первый канал, второй канал там какой-нибудь показывают, а вот больше информации мы имеем. И мы видим, что какую жестокость, какую нечеловечность они проявляют к своим собственным солдатам. Просто представьте себе, и это с первых дней войны, те люди, которые поверили им, которые посчитали то, что вот какой-то там русский мир, какая-то русская там сила, империя, восстановить, их они всех утилизировали. Просто всех послали и всех утилизировали. Тех русских, которых они пришли спасать в Донецке, Луганске и в Крыму, спасать, конечно, в кавычках, их они всех утилизировали. Практически мужчин там не осталось. Первых они бросали, их бросали. Из тюрем, которые сидят там за кражу, за какие там продажу наркотиков или еще чего-то, люди, которые отсидели бы свой положенный срок, вышли бы и жили бы, обманом заманили и всех сожгли в топке или сжигают до сих пор в топке вот этой войны. Люди, опущенные люди, алкаши, бомжи всякие такие люди, это люди, какие бы они ни были. Их обманом, это абсолютно неадекватные люди, алкоголики, они ничего не понимают. Бутылку дашь, он идет за этой бутылкой, не осознавая, что он делает. Их уничтожили в огромном количестве. И таким образом всю свою историю Россия запугивала своих противников уничтожением своих солдат, жестокостью к своим солдатам. Представьте, как Джохар говорит, представьте, если они делают такое со своими солдатами, то какой ужас ждет с врагами, какой они будут ужас вытворять. И тут он еще одну мысль говорит, там, одна за одной у него здесь мысли проходят. Это, кстати говоря, настоящее время сегодня, на 11 декабря, настоящее время, американский канал, который там немножко они там свою пропаганду туда впихнули, которая очень на русскую похожа, называя в том числе чеченской войной, там подпись такая идет. Почему так называют? Просто это чистое пособничество. Да?
И вот они опубликовали это, а там как раз говорится о жестокости к своим солдатам, пренебрежении к своим солдатам, вообще безнравственное, просто варварское, аморальное просто отношение к своим солдатам, нечеловеческое отношение. И затем он говорит, что хотели заигрывать с Европой, потому что в Афганистане все у них не пошло, им нужны были инвестиции, куда вкладывать, им нужны были технологии, им нужны были умы европейские, в том числе немецкие. Затем, чтобы шлепнуть и Европу тоже. Представьте себе, и сегодня, через 30 лет после этого разговора, где-то 95-й год, где Джохар об этом говорит, через 30 лет мир пришел к тому, о чем говорил Джохар Дудаев и кричал чеченский народ. Что они придут за вами. Вы должны остановить. Не может быть так, что этот народ при всем мире уничтожается. И до сих пор в настоящее время пишет «Чеченская война». О потерях чеченской войны говорит оценки 20-40 тысяч погибших мирных. Только в городе Джохаре, бывшем городе Грозном, в самом начале погибла такая цифра. Только лишь детей погибло 42 тысячи наших детей. Зачем вот так умалять то преступление, которое совершено против нас? Если вы не знаете точную данные, приведите пример вашей и нашего президиума. Более 250 тысяч за 2 войны и 120 тысяч в первую русско-чеченскую войну погибло. Это просто невероятно. Это настоящее время, радио «Свобода». Долгое время на Украину говорила, когда весь мир им кричал, какой на, это российский имперский нарратив на Украину говорит. Почему вы не говорите в Украину? И только потом, как начали. Вот такой же пишет, такую же вот вещь пишет. Ну и, конечно же, он рассказывает о том, что Беларусь, Украина и Россия под видом славянства, они будут их объединять и пытаться объединить их в единый союз там и так далее. Правда, славянам это не нужно. Славянам, живущим в Украине и в Беларуси, это не нужно. Но в Украине мы точно знаем, что это не нужно. И многие белорусы не хотели бы жить с этой имперской, диктаторской Россией. Вот такие вот вещи, друзья. Через 30 лет генсек НАТО повторил то, о чем их предупреждал бывший генерал советской армии и президент первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Мусаевич Дудаев. Вот такие вот дела, друзья. Леманас, дался то и та, це уйшон. Вот такие вот дела. Не знаю, насколько достоверно, но здесь, в Санкт-Петербурге, очень мощный такой, вчера ночью был такой, хороший такой пожар. Горит, ну, наверное, квадратов 1000, наверное, метров квадратных. Территория, какая-то пиротехника, может, говорят, горит, может, какие-нибудь там еще вещи горят. Но вот происходит, какие-то вот непонятные хлопки происходят на России. Что-то случилось на России. Что-то случилось. Также еще одна новость. Вот здесь я в Фейсбуке ее прочитал. За достоверность особо не могу ручаться. Но вот Олег Буринский из Соединенных Штатов пишет, что США начали массово депортировать всех своих хомо-ватникусов и к родным березкам. Аннулируют все вид на жительство, забирают документы, телефоны и под конвоем сажают на рейс до Москвы. Например, такой очередной конвойный самолет прибыл в Шереметьево сегодня, где депортируемым прямо по прилету, конечно же, сразу вручили повестки в военкомат, заменив им пляжи Калифорнии окопами Покровска. Считаю это очень правильно, ибо Родину надо любить у себя дома. И все эти статусы проживания для путинистов следовало бы массово аннулировать еще в 2024 году, 2022 года. Как и дебильный статус негражданина. Они все граждане СССР, и пусть едут в сушеной мумии своего вождя. Нефиг им шастать. Ну, такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела.
И еще бы, возвращаясь к теме Украины, продолжая тему Украины, основные тезисы. Главнокомандующий ЗСУ генерал Сырский пообщался с руководителями медиа. Главные тезисы. Об информационной войне публичность украинских действий может привести к потерям, потому что враг сразу реагирует переброской сил или ракетными ударами. Российская пропаганда значительно преувеличивает свои успехи, используя дезинформацию и фейковые карты в информационной войне против Украины. Ситуация на фронте. Линия активного фронта на данное время составляет 1218 километров. Эта цифра периодически меняется. Буквально месяц назад протяженность линии активных боевых действий составляла 1253 километра. Продвижение россиян при ежедневных потерях в количестве более 1000 человек ничтожно. За ноябрь потери противника, нанесенные нашими беспилотными силами, составляют около 24 тысяч человек. Это рекордный показатель. И он будет увеличиваться, потому что количество и качество используемых ЗСУ дронов во времени увеличивается кратно. Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Враг на Покровском направлении увеличивает группировку до 156 тысяч человек. На это направление приходится 40-50% всех КАП РФ. Это главный театр боевых действий, но результатов добиться не может. Мы продолжаем удерживать основные рубежи и наносим врагу ощутимые потери. В определенный период осенью украинские войска на постоянной основе украинских войск на постоянной основе. Но с 15 ноября под контроль ВСУ возвращено около 13 километров из общих 29 километров города. Северная часть города удерживается по железнодорожному пути, западнее города ЗСУ контролирует около 54 километров. Погодные условия усугубляют ситуацию, враг для прорыва использует туман и дождь. Украина наращивает численность группировки в черте города. Мирноград не в окружении, хотя враг к этому стремится. Логистика сложна, но работает. Оборона Покровская длится 16 месяцев. Россияне не раз заявляли о планах взять Донбасс, но не смогли. О корпусной реформе. Переход на корпусную систему завершен. Разгружена система управления ОСУВ. Корпуса получили свои полосы и закрепленные комплекты войск. Командиры без достаточного опыта заменены. Опытные командуют эффективно. Так что ничего у России не получится никогда. Может, конечно, она рыпаться сколько хочет. Так, Маша Вовель, Буря. Маша Вовель. Шалом, Элькин. Вам нужно написать книгу, возможно, документальную, с интервью участников и очевидцев, если, конечно, такие найдутся. Не побояться дать эти интервью. До слез, так как тяжело это слушать. Да, хорошая идея, Бавонетка. Я ее уже рассматриваю, эту идею. У меня, в принципе, и так много чего написано. Можно даже публиковать то, что сделано. Но пока еще рано. Если что, я вам завещаю опубликовать это все. Ну, то, что останется, все будет опубликовано. Вы узнаете того, о чем вы даже еще пока не догадываетесь. У меня есть много очень интересной информации, которую пока нельзя разглашать. Но после смерти, да, пожалуйста, тогда полный вперед. Очистка нации идет на России. 2 миллиона зэков зачем кормят? В расход малые народы, короче, многогранная выгода. Ну, по идее, грубо, конечно, называть это очисткой, викинг. Но вот если исходить из их позиций, да, абсолютно большие буряты, тувинцы, дагестанцы, чеченцы, ингуши, ну, в огромном количестве вот всех кладут. Вот я перечислил социальные группы там разные, но вот если брать этнические группы, да, в этом смысле тоже москвичи, петербуржцы меньше всего пока принимают участие. Так,
Мы не хотим эту Рашку. Да, понятно, ни один нормальный человек не захочет быть с этой Рашкой. Зачем золото прибыл Грозный, вручил награды росгвардейцам? Золотого метят на место Путина КГБ в будущем. Ну, я не знаю, чего там КГБ метит, этого я не могу знать. Но мне кажется, вот то, что были атаки на Росгвардию, да, по Росгвардии же бомбили. И если вы обратили внимание, там присутствовали росгвардейцы, там военные какие-то разные свои были. Ну, не было ФСБ. Дмитрия Кечкина, например, мы там не увидели, где выступал Золотов. Может быть, все-таки это бьет не Украина. Но было бы очень верно со стороны там, Буданова, если бы он сказал бы, что, да, ребят, мы не били тогда ни по вот этой Росгвардии, ни по ФСБ, ни по Грозной Сити зданию. Было бы правильно, если бы сказали бы. Но они этого не говорят. Поэтому теряюсь в догадках. Я не знаю. Поэтому не знаю я. Но именно то, что по Росгвардии били, поэтому, видимо, они готовятся к чему-то серьезному. И значит, будут дальше бить по Росгвардии, я полагаю. На самом деле, знаете, какая сейчас складывается ситуация? Когда закончилась Первая мировая война, у Александра, брата Николая, была так называемая дикая дивизия. Дикая, как она называлась? Туземная конная дивизия, да, или как она там называлась? Так называемая дикая дивизия, куда входили там разные кавказские народы. И самым верным и основным костяком у Александра, у брата российского царя, были вот эти дикая дивизия. Опытные были, с боевым опытом, все такое. И фактически все это время эта дикая дивизия зависела от короны, от принца. Ну, когда начали происходить события, король начал зависеть, и этот Александр начал уже зависеть от них. И если бы тогда вот эта дикая дивизия, если у них хватило бы политической мудрости, политических кадров, и русские, если бы им доверились бы тогда, они могли бы все это свергнуть. Когда началась революция, и Александр послал войска на Петербург, когда с одной стороны в Петербург вошла вот эта дивизия, ну или часть какая-то, то все эти заговорщики вместе с Лениным уже, говорят, были на другом конце Петербурга. Они уже драпали. Но по какой-то причине поступил приказ не делать этого. И их развернули. И они не приняли участие. Хотя, наверное, следовало бы им тогда принять в этом участие, раз уже пошла такая пьянка, как говорится. Поэтому сейчас главным таким козырем, и Путин больше зависит, уже начинает еще больше из золота от вот этих кадыровцев, от этой своей Росгвардии. И я думаю, что мы еще очень много интересного увидим. И опять же, у вот этой кадыровской, вот этой братьи, нету интеллектуальных политических кадров, которые можно было бы поставить и вокруг Путина. Да? Ну, в любом случае Путину приходится опираться на русских, на другие народы, которые там есть у него, чтобы управлять вот этой системой. Менять ее, заменить он не может. Это только боевой отряд, который из себя больше ничего не представляет, кроме как боевой силы. Боевая сила, она нужна, без штыков власть и не захватишь, и не удержишь. Но одних штыков недостаточно для того, чтобы управлять властью. Нужны политики, нужны администраторы, управленцы обязательно. Вот такая вот пока у них ситуация. Ну, они, наверное, думают, что у них есть какие-то интеллектуальные кадры, но за все это время я не увидел у них никаких интеллектуальных кадров, чтобы они что-то могли. Именно, наверное, специально им не давали такую возможность, чтобы они могли вырастить себе какие-то политические, интеллектуальные силы. Фактически,
за всю историю. Тогда Александр был вторым человеком в государстве. И подняли вот эту дикую дивизию до уровня, ну, принца, до второго, до премьер-министра, можно сказать, подняли. По нынешней аналогии. А сегодня вот эта Росгвардия, та же кавказская часть этой Росгвардии, и ГРУ, который тоже яростно подчиняется Путину и много делает для того, чтобы его режим сохранять. В Москве, Подмосковье находятся постоянно ингуши, чеченцы, там другие народы, этнические группы, которые постоянно методом ротации находятся в Москве, Подмосковье. Именно Адам Демирханов постоянно проживает, практически проживает в этой гостинице. Президент, который находится там в шаговой доступности от Кремля. Поэтому в этом смысле, да, это их надежные, верные товарищи. И на сегодняшний день, за все это время, русские подняли их до уровня вот, номер один, приблизили, как это сделал в свое время с черкесами и с чеченцами король Иордании. Точнее, это была британская идея. И, кстати говоря, тут нужно отметить один важный момент. В иорданском арабском легионе, которых костяк составляли черкесы и чеченцы, большую поддержку еврейскому населению оказывал вот этот арабский легион. Они защищали евреев, они сражались, а потом уже за евреев, за то, чтобы их не трогали, именно в Израиле, вот на территориях, где сейчас находится современный Израиль. Это было в прошлом веке и в прошлом веке, в 900 году, в 900-х годах это было. И затем они потом, вот этот же арабский легион вступил во Вторую мировую войну на стороне союзников против нацистской Германии. И тоже где-то в Африке, что ли, принимал участие в боевых действиях, я об этом читал. Так что у нас с евреями, как говорится, старые отношения. Просто их нужно поднять, раскопать, объяснить молодежи, что мы должны жить в мире. Это будет самое верное. Как-то так, друзья. Что еще? Ну, давайте ваш комментарий почитаем, дальше посмотрим. У России ничего не получится, если Америка не позволит. Ну, Америка не позволяет эти вещи, но посмотрим. Россия, она, конечно, очень сейчас зависима, уязвима, а ФСБ массово сдает Россию. Но в России есть, например, те же военные кадры. И те же ФСБшники. ФСБшники ведь тоже не все сдают Россию. Особенно это делают генералы, полковники. А вот эти мелкие, они трудятся, там, может, и идейные есть, которые там за Русь-матушку, все такое. Поэтому так просто не получится, даже если Путин, если попробует прямо сказать, что я сдаю Россию, то в таком случае у него проблем будет больше, чем сейчас. Хотя, я думаю, и так очень многие недовольны. Но кроме вот этой болтовни, там, Ивашов, например, очень, опять хочу сказать, не глупый человек, но при всем при этом фашист, антисемит, как положено, русист, чеченофоб, как положено русскому офицеру, генералу, но при всем при этом говорит правильные вещи, но кроме болтовни это дальше не идет. Как это ни шло, когда начиналась эта война, он также, вот этот союз ветеранов или как там, офицеров, которые предупреждали Путина в 22 году не нападать уже широкомасштабно на Украину. Сейчас, ничего не произошло. Сказалось, потряс немножко там воздух, сотряс, и все, и на этом все закончилось. Поэтому и сейчас, я думаю, Путину, конечно, есть, понимающие есть на России,
товарищей, но ничего они сделать уже не смогут, потому что, ну, слишком сильно там ФСБ обложилась. И Путин не один, не все там заодно. Так, слава Украине, героям слава. Так, алейкум салам, Роман. Кадыров следующий царь России. Ну, у Кадырова я не знаю, насколько у него со здоровьем дела обстоят, но вид у него не очень хороший. Я думаю, его травят. Я думаю, травят. Может быть, конечно, там какой-то ход он делает якобы, но видно, похудел там, чтобы как будто сказать, что он был неадекватен, употреблял там лекарства, препараты сильнодействующие. Ну как это такая вообще маловероятная версия. Я думаю, скорее всего, это не исключено, что он просто заболел, конечно, но я слабо верю, конечно, в эти совпадения. Поэтому считаю, что, скорее всего, травят потихонечку или уже запустили этот механизм. Онкологические клетки сидят в каждом из нас. И если знать ДНК человека, можно возбудить эти клетки, которые начнут сам организм уничтожать. И все, уже это уже процесс, который нельзя остановить. Поэтому как-то так посмотрим. Ему президентом не быть, короче. Ну, я был бы не против, Викинг, если бы если бы Кадыров стал президентом или царем. Президент это слишком несерьезно для России. У них только цари строго, да. Поэтому я был бы не против, если бы он стал бы. Чуть-чуть русские его так любят, пускай будет их царем, да. Флаг какой страны у вас? У меня флаг Ичкерии висит. Соединенных Штатов и Германии. Самое странное то, что наше прошлое плачевное в том смысле, что умерли за СССР, за Родину, а на площади Кремля можно танцевать и понимать только индусам и китайцам. Да, да. Но сейчас, но это немножко преувеличение, конечно, да, там танцуют, я видел, индусы, по-моему, да, танцевали, но там и лезгинку танцевали, там, сними, массово ж индусы, китайцы там не танцуют, а так эта площадь, она для всех, там можно ходить спокойно, там, мент подбегает сразу, там, ФСОшники, если что-то не так, ну, а так, да, ну, Россия станет близким другом Китая и Индии. Они все тебя переживут, Кадыров в том числе. Ну, Марта, возможно, я не спорю, я не знаю, сколько я проживу, ты не знаешь, сколько я или он проживет. Поэтому вот с этим я спорить не буду. Вполне возможно, переживут. Но какая разница? Как сказал Хаджан Насреддин, ну, съедят они еще один мешок лишней кукурузы и наполнят еще одну выгребную яму больше, чем я. И что толку-то? Мы же говорим не о том, что кто-то дольше проживет или кто-то меньше. Мы говорим о истине. Мы говорим о справедливости. А эти вещи живут вне нас. Понимаете? И я из себя ровным счетом абсолютно ничего не представляю без этой идеи. Понимаете? Есть я, нету я. Ничего это не меняет.
она есть в головах у чеченцев. И я ее еще закреплял, чуть-чуть уложил, так сказать, свою лепту, выполнил свой долг. И абсолютно никакого значения не имеет. Есть я, нету я. Мое дело говорить правду и отстаивать права. А что будет, все будем там. Отвечаю. Нет никого, кто выберется из этой жизни живым. Так, русня для индусов. Ты что, Новче? Да, именно так. Именно так. Так, друзья, что еще? Кадыров, странный герой России, убил первого русского в 16 лет и стал героем. А если убить двоих русских, можно стать дважды героем России. Ну, механик, знаешь, это, конечно же, неправда. Кадыров не убивал первого русского в 16 лет. Первого чеченца он убил, наверное, в 16 лет. А так, он русский больше, чем многие вы русские. Он больше русский. Он больше для вас сделал. Вот вы как бы неблагодарные, ну, другого от вас ожидать нельзя, особенно безграмотных и фашистующих русских. И, ну, это как бы понятно. Он больше сделал для России и для вас, для вашего величия. За всю историю то, что и он, и его отец, что не сделал ни один чеченец для вас. Хотя много чеченцев и во Вторую мировую войну воевали, и за вас воевали, и так далее, и так далее. И много кто вам сделал полезное. Тот же Джохар Дудаев в советскую армию вложился так, что даже чеченцу дали генерала. Это о многом говорит. А так, он никого не убивал из русских, понимаешь? Это все сказки выдуманные. Но чеченцев, да, убивал. Пытал, жарил, варил, резал, убивал он. Это об этом говорят. И он проходит по куче просто уголовных дел, и в том числе здесь в Европе. И Исраилов был убит в Австрии за то, что он разоблачил вот эти методы ваших. Это ваш русский, да? Как Ленин сказал про Сталина, он больше русский, чем русские. Да, хоть и говорил с акцентом, и был грузином по национальности. Точно так же Кадыров, он больше русский, чем вы. Договорились, Вованетка, договорились. Приступим. Я украинец, Кадыров обычный предатель. Да, механик, совершенно верно, да. Ну, я не знал, что вы украинец, я думал, вы русский. Нет, он еще раз вам говорю, нет ни одной информации, что он кого-то там русского убил. Он убил в 16 лет на заправке, чеченца они убили. Он или его брат Зелимхан просто без очереди пролез, или этот был, или Зелимхан был, старший брат, который тоже потом умер у них, или убили. Без очереди они попробовали заправиться, ему сделали замечание, и в 60, по-моему, даже старше лет
мужчина, был ими застрелен просто. Об этом еще Док Умаров рассказывал, что они ездили примерять, решать этот спор и так далее. Ва алейкум салам, Кавказ. Так что вот такие вот дела, друзья. И давайте свежую новость вам от президента Соединенных Штатов. Президент Зеленский должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, какими они есть. Президент Трамп в интервью газете «Политика» рассказал об усилиях по завершению войны, нелегальной миграции, видении будущего Америки и отношений с Европой. Главное, читайте в нашем посте, сообщает США по-русски. Это Департамент of State, USA департамент. О России и Украине. Мне больно видеть, как гибнут молодые прекрасные люди. Именно об этом говорил Джохар Дудаев. Когда русские уничтожают свое население, чтобы этим запугать своего противника. И этим как раз Трамп пользуется, говорит об этом. Я все понимаю, большие шахматные игры понимаю. Я все понимаю, что в Украине огромное количество КГБшной агентуры, которая бьет себя в грудь и представляет себя супер ярыми патриотами. И они готовы выполнять то, что вот они сейчас делают, для того, чтобы остаться у власти и не отойти от этого руля. Но я не понимаю, почему сейчас Америка именно таким образом себя ведет. Может, у них больше информации, не может, а точно у них больше информации, чем у меня. Но каждый раз, когда вот эти вещи происходят, и Трамп, который за 24 часа хотел решить эту войну, остановить эту войну, когда он откровенно играет на стороне Путина, да, это игра, это много там каких-то своих, еще других дел, и как говорит Марк Рубио, Украина может быть не главный фронт, но репутация США, мне кажется, достаточно большое значение должна иметь. Америку уважают не за то, что у нее есть оружие и атомная бомба, или у них есть много денег. Ее уважают за принципы, я лично за принципы ее уважаю. Нет этих принципов, но Китай тоже сильный. Россия, как мы видим, тоже оказалась не очень слабенькой. Поэтому можно их уважать тогда, в таком случае. Почему нет? Если уважать за силу. А если уважать только за силу, так это трусость тогда получается. Я Америку уважаю не за силу. Да, она нужна, это дополнительный такой хороший бонус, но без принципов, без соблюдения международного права, без соблюдения просто общечеловеческих моральных норм, это, как-то... Да, конечно, в политике, наверное, такие люди, как я, недолго могут находиться, но факт есть факт. Мы все люди и живем, я прожил почти полвека на этой земле. Далее, думаю, имею опыт, так сказать, хотел сказать. Думаю, если бы я не был президентом, могла бы начаться Третья мировая война. То, что происходит сейчас, это большая проблема. Это большая проблема для Европы. И они плохо с ней справляются. Я думаю, что Третья мировая война может начаться из-за попыток умиротворения России, уважаемый господин президент, сказал бы я Дональду Трампу. А не из-за того, что вы начали вроде бы забалтывать Путина, и поэтому он не начинает Третью мировую войну. Так вот, они вам не верят. Русские, вот их разные аналитики, Трампу не верят. Абсолютно. Они говорят, он самый большой лжец, он мошенник, он нас хочет обмануть, это аферист и так далее. Они не верят ни одному слову. Но они извлекают пользу из этого. Понимаете? Если бы наоборот было бы жестко, как это делал Байден, жесткая линия, где стоять на этом, то они сломались бы, они отступили бы. Понимаете? Но когда ты заигрываешь, когда ты даешь им возможность, что есть надежда, есть шанс, то им тоже отступать особо не хочется. Понимаете? Такая вот, конечно, это такая
Зеленский должен взяться за дело и начать принимать вещи такими, какими они есть, потому что они проигрывают. Украинцы потеряли часть территории еще задолго до моего прихода в Белый дом. Это точно нельзя назвать победой. О Европе и США. У меня нет видения будущего Европы. Все, что я хочу, это видеть сильную Европу. У меня есть видение будущего Соединенных Штатов. Это Америка прежде всего. Это видение заключается в том, чтобы сделать Америку снова великой. О европейских лидерах. Мне на самом деле нравится эта команда. Они мне очень нравятся. Но Европа плохо справляется со своей работой. Они слишком много говорят, но результатов нет. Речь идет об Украине. Вот война продолжается и продолжается. О гражданстве США по праву рождения. Это право предназначалось для детей рабов, а не для того, чтобы богатые люди из других стран, вступив на нашу землю, в одночасье получали гражданство США для всей своей семьи, сказал Дональд Трамп. Ну, опять же, какую бы критику я не адресовал в адрес Дональда Трампа, мы должны понимать, что еще большей критики заслуживают европейские лидеры. Здесь некоторые европейские лидеры откровенно заигрывают с Путиным. Тот же Фицо и там другой еще один деятель. Просто необъяснимо просто. Как так? Уничтожается целый народ, уничтожается целое государство. И эта война дальше будет идти, без сомнения. Здесь в Европе агентура работает. Здесь теракты, диверсии проводятся. И такое беспечное отношение просто необъяснимо. Так. Вот пишет мне человек, то есть Зеленский уже все, Европа тоже в ТикТок пишет. И знаете, когда вот такие вещи происходят, которые говорит Трамп, вот эти все события, вот эти люди начинают говорить, вот, нет, мы победим там и так далее, и так далее. Хотя они уже проиграли. Но сам факт, они откатились назад, у них катастрофа экономическая, народ проиграл, да, ФСБ сохранилось. И оно, скорее всего, его пытаются свалить, понимаете? Вот что ужасно. Ну вот что ужасно. И это наоборот, мне кажется, еще больше подталкивает нас к Третьей мировой войне. Посмотрим. Так. Я думаю, все эти игры Трампа, дружбу с Россией, с Путиным и так далее, я думаю, это всего лишь игры. Просто Путин, Кремль и Россия загнаны в угол, как крыса, а Трамп в этом плане надежда. Да, думаю, ты в этом прав. И знаешь, я все это понимаю. Я все понимаю, что вообще в Украине КГБ УССР действует до сих пор. Они не дадут победить. Они будут самыми большими патриотами, что обычному украинскому патриоту будет стыдно перед ними. Настолько это будут большие патриоты. И это тоже очень большой такой нерешаемая проблема. Как ее решить? Если потомственные КГБшники держатся за власть и готовы что угодно нам рассказывать. Но при всем при этом я понимаю, что есть украинский боец, который сидит в окопе. Я понимаю, что у него есть моральная и психологическая планка, да, без мотивации и без этого украинского бойца, вот этот весь мировой движ ровным счетом ничего не стоит. Просто если сейчас украинцы поднимают руки или бросают оружие, идут домой, все в мире меняется. Все, понимаете? И мы должны о них думать. Мы думать об украинском народе, который каждый день бомбят. А каждый пытается извлечь. Мы просто, чеченцы, прошли через это. Каждый пытается извлечь себе какую-то пользу. Каждый раз Запад встречался с Россией, когда шел геноцид чеченского народа. Поднимался чеченский вопрос. И пшик.
Россия отстегивала контракты там и так далее. Ну так, поторговаться есть чем просто. О, мы вас сейчас исключим из какой-нибудь организации, не пустим вас туда, не пустим сюда. И все. Все, народ также гибнет. Вот о чем я говорю. Вот что меня э, выводит из себя просто-напросто. Я все понимаю. Вот эта украинская агентура в Украине, которая КГБ УССР, которая, опять же, больше, самые большие патриоты там из себя изображают. Они завлекли эти войска туда. Зазвали, сказали, все вас поддержат, заходите. И они же, и ленд-лиз им не нужен, и коррупция там есть, и много-много. Просто чеченский вопрос возьмите, посмотрите, что происходит с чеченским вопросом. Если вы на самом деле пытаетесь разобраться, то, что с чеченским вопросом там вытворяет Украина, это однозначно просто предательство интересов Украины в первую очередь. Про чеченцев само собой. Всю жизнь люди сливали Чечню, Ичкерию, всегда пытались заработать на этом, нажиться на этом. И эти люди находятся там, разговаривают с ними. И даже Аллу Дудаеву пытаются заткнуть, когда она хочет сказать, что это самозванец. Понимаете? Когда Верховная Рада признает Чеченскую Республику Ичкерия, и через 2 недели проходит совещание, собрание по этому поводу, представитель украинской стороны дает слово легитимной власти президиуму правительства Аяду Идиговой, Алле Дудаевой. Там присутствуют те юристы украинские и другие люди, которые принимали участие в признании Чеченской Республики Ичкерия и то, что над нами совершен геноцид. И проталкивается наглым образом там личность, которая говорила, что Ичкерия часть России. Подписывал, документы подписывал, Ахмед Закаев, подписывал документ, что Чечня часть России. Вот, ну как это объяснить? Как это не предательство своей же Верховной Рады? Как же не предательство чеченского народа? Ну и, конечно же, в первую очередь, это предательство украинских интересов. Понимаете? Симулякром пользуются, используют. Вот и все, больше не нужно. И вот, несмотря на это, несмотря на другие вещи, которые происходят, да, и как ты говоришь, что у Трампа это как бы надежда, а русские знаете, что по этому поводу говорят? Русские говорят, они нас боятся, американцы, они боятся то, что мы на них нацелим ракеты, скажем, все, мы применяем, направляем ракеты на Америку и так далее. И тогда в Америке произойдет хаос. Все паники будут бежать у Трампа, в его Трамп-тауэре, там есть подземные бомбоубежища, которые он еще с тех времен, когда холодная война была, строил и так далее. Там, сколько там, 40 тысяч или там, сколько там миллиардов этих подземных бункеров американцы настроили. Их нужно запугать. Прямо сидит Караганов, Федоров, они прямо говорят. И как будто выглядит так. Не знаю, есть оно вообще у этих русских, это атомное оружие или нет. Не то, что они так говорят, это факт. Поэтому, я не знаю, какая-то игра идет. Посмотрим, пока, как говорится, цыплят по осени считают. Посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Баркал, ФСБ, плюс Путин и равно Хейцай название, Духва, Гула, Вездма, да, Цонис. Да, все равно, да. Ника Иштила. Добрый вечер, Сергей, добрый. Трамп ваш дружбан. Было бы хорошо, если бы он был бы моим дружбаном. Астам, прикинь, любую вещь можно в этой жизни реализовать. Помнишь Гоголя, поэзию Гоголя, «Мертвые души»? Путин ее реализовал. Да, мертвые души в России это вообще это их национальный вид спорта. А пока у крысы есть надежда, она не будет принимать крайние шаги в виде ядерного оружия. Я думаю, они и так не приняли бы, понимаете? Просто надо характер показать. Просто они видят, как они свое население уничтожают, своих вот этих русских вояк.
И все думают, ужас, ужас, да, европейский, западный менталитет, как это так, своих людей, да, своих людей, это вообще непонятно вообще для любого нормального, адекватного человека, это необъяснимо, так утилизировать, уничтожать свое население. Но вот как-то так выходит, что они думают, что этим они останутся. Нет, нужно было жестко стоять, как стоял Байден. Говорил, нет, абсолютное беспримесное зло, говорил Байден. И абсолютно это так. Он был матерый просто, аксакал в политике, в мировой геополитике. Он знал, как с ними себя вести. А вот другой подход был. Другой подход. Может быть, ну опять же, это мое личное мнение. Я огромного количества информации не знаю. Если мне какую-нибудь информацию принесут, скажут, вот смотри, так, может, я поменяю на 180 градусов свое мнение по этому поводу. Но у меня нет этой информации, поэтому я исхожу из своей информации, и вот из-за этого негодую просто. Так. Наверное, ты шахматистка. Нет, я вообще-то математик, а не шахматист. Я математик. А мне в шахматы я умею играть, но мне как-то это скучно кажется. І вам дякую, Яся Кухаренко. Спасибо. Марсель пишет, чурка сразу видно. А ты знаешь, кого называли чурками? Как это появилось, это выражение чурка? На России во время крепостного права, рабства, не знаю, что за право это, конечно, когда было рабство, твои прадед и прабабка прятались в печи, да, так называемой русской печи. И в этой печи они измазывались сажей. И вот их называли, которые прятались, от, по-моему, призыва в армию, по-моему, они прятались. Их называли чурками. Вот ты, видимо, решил обозвать меня тем, кем называли твоего деда, прадеда, да? Россию просто хотят уничтожить экономически. Пока все эти главари ФСБ Кремля сами на коленях приползут в США, а остальных добьют. Да, я думаю, да, именно к этому идет, да, все идет в этом направлении. Просто что делать каждый день гибнущими украинцами, гражданским населением? Вот о чем я говорю. Ведь есть силы. Почему не собраться, там, объединиться, там, ввести войска европейские? Почему этого не делается? Просто не говорить хотя бы, не приглашать на Аляску, я не знаю, еще какие-то вещи. Ну, зачем это делается? Трудно, трудно. Но будем надеяться и молиться Богу, чтобы все было хорошо. Пятая колонна работает, работает их пропаганда. Я удивляюсь, как у людей отключаются мозги. Вчера говорили одно, сегодня все противоположно, и они даже не задумываются. Да, абсолютно так. Малоненко, я тоже этому удивляюсь. Вот им человек сидит, просто нагло лжет, проходит какой-то там месяц, он абсолютно другое говорит, но он не оправдывается за то, что он говорил. Как будто это не он говорил. И всех устраивает. Я удивлен с людей. Просто невероятно.
Крепостное право действительно право. Да, я думаю, ну кто мог назвать крепостное рабство, ну рабство, назвать крепостным правом? Вообще, что это за право? Я занимался, и когда был юристом в России, занимался в Москве м, м, призывниками занимался, помогал им юридически освобождаться от призыва в армию. И организация называлась «Призывное право». Так вот, куда бы мы ни приходили, все смеялись. А какое есть у призывника право? Было весело. Было весело. Тогда с солдатскими матерями как раз я познакомился. Ну, сдулись и солдатские мамы. Жертв по-любому будет. А так жертв намного меньше получать, чем могло быть. Ну, возможно, ты прав. Посмотрим, как сработает стратегия Трампа, Соединенных Штатов. Посмотрим. Цыплят по осени считают. Будем смотреть. Будем посмотреться, да. Идет, короче, у нас тут суд над обвиняем по делу о шпионаже и заказном убийстве в пользу Москвы показал язык во время заседания суда, пишет Бильд. Во Франкфурте идет разбирательство по делу о шпионаже в пользу России и подготовке заказного убийства. Перед судом предстали армянин, украинец и россиянин, которые, как утверждает следствие, вели слежку за бывшим украинским офицером и получили приказ его ликвидировать. По версии обвинения, за этим стоят российские спецслужбы. Обвиняемые Вардгес и Роберт А. и Арман С. находятся под стражей с 2024 года. Все трое отвергают обвинения, отрицают какие-либо связи с российскими спецслужбами. И он показывает язычок. Я даже скажу, всем этим военным США, всем военным подразделениям, они внимательно следят за тем, что происходит, а также сами учатся на ошибках украинцев и так далее. Они обучают искусственный интеллект, специально разработан для военных каких-то будущих целей. Я в этом 1000000% уверен, хотя про это нигде не пишут. Да, я тоже думаю, конечно, сейчас война приобретает вообще другой уровень с этими дронами. Ну, это такое универсальное убийство, универсальный способ убийства, который можно применять как для точечных убийств, там, наемные убийцы могут это использовать. Ну, короче говоря, очень много что можно сделать при помощи современных технологий и вот этих дронов, которые сейчас украинцы усиленно овладевают этим навыком. Да, а я представляю, что есть у американцев, что есть у европейцев. Я думаю, там дроны сейчас, по-моему, шведская, по-моему, была эта компания, могу ошибаться, какая-то европейская страна была.
они уже рой дронов, у них используется рой дронов, там 5-6 дронов, которые сами находят танк, и сами его, все 5-6 в него попадают. Просто его дум-дум-дум-дум со всех сторон, пока его не уничтожат. Короче, ты их запускаешь и забываешь про них. Раньше нужно было там с гранатомета стрелять, найти, прицелиться, там, попасть еще куда нужно. Особенно, когда и боевые действия, идет бой, целиться времени нет, там в попыхах все может происходить. Потом появились джавелины, которые, опять же, нужно выйти на открытую местность, чтобы ты видел, прицелиться, да, запустил и забыл, да, там уже лучше было. А теперь как? Тебя вообще нет, ты где-то там в подвале сидишь, где-то в окопе, в блиндаже сидишь. Нажал кнопку, улетели, нажал кнопку, улетели. Главное, чтобы у тебя дронов достаточно было, вот и все. Do you speak German, Бог? Куда? Почему ты спрашиваешь, говорю ли я на немецком, если и пишешь на английском? И вообще, ты хочешь со мной по-немецки поговорить? Или с какой целью интересуешься? Так, чеченцы были спокон веков демократами. Конечно, демократия Бог, куда хайшон, демократия Бог. Народовластие Бог. Кайцаум датис, ца парач ятюш, ца легализация наркотиков ятис, цаума датис. Это значит, что власть принадлежит народу. Все. Демократос, народовластие. Кигума датшон сега. Ой, дейман хил душон, народ дигахил лишун. Ой, орсаги, бохохилю. У каждого человека, у каждого гражданина было право. Оно было неотъемлемым. Богатый ты, бедный ты, сильный ты, слабый ты, не имеет значения. У тебя это право было. И вот только лишь это значит демократия, народовластие. Власть принадлежит народу, ни царю, ни королю, никому. Только народу. Народ на время избирает. Сейчас современный мир догнал нас. Они были феодалами, рабство у них было, много-много крови пролито, пытаясь дойти до сегодняшнего дня. И нас догнал весь мир. Теперь отказались от рабства, которого у нас никогда не было. От дворянства, ну еще не все отказались, но можно сказать, британская монархия, например, ну и другие здесь есть европейские монархии, которые уже не играют той роли, которую как раньше они играли. Но факт остается фактом, что люди пришли к тому, что на время избирают себе президента, парламент. И вот как они 5 лет проработали, 4 года по-разному, у каждого свое. Пошел домой, давай следующего. Мы всегда были демократами. Наш ДНК демократы, понимаете? И это невероятно, что нас столкнули вот на этот путь, и нам представили, что демократия это какое-то зло, еще что-то. Это то, что русская пропаганда требует, вот это все повторяется на самом деле, понимаете? Абсолютно, стопроцентный демократ. Мухнохчий. Самый что ни на есть. Это гордость. Демократ это гордость, понимаете? Это значит справедливый человек. Это значит достойный человек. Демократия не в каждом государстве возможна. Если народ с рабским мышлением, необразованный и так далее, ему не нужна демократия. Он не умеет управлять, он не знает, где хорошо, где плохо. Ему нужен царь, ему нужно, чтобы его плеткой били, или там нужен, я не знаю, шах, падишах там, или кто-то другой. А по факту мы всегда были демократами. В современной войне танк это бесполезная груда металлолома. К сожалению, да, юзер TikTok, или к счастью, это да, это так. Тамагав пишет, Аллах приказал шариат, или ну, наверное, Аллах хотел написать, приказал шариат. Смотри, Тамагав, что такое шариат? Что такое шариат, объясните мне. Это свод мусульманских правил, законов, которому человек должен следовать. Какие наши законы противоречат тому, что говорит наша религия?
Объясните мне. Вот и все. Закон. Шариат – это закон, который должны мы соблюдать. Вот и все. Наша конституция не противоречит ни исламу, ни мусульманам, никому бы то ни было. У нас очень грамотная, очень демократическая конституция. Вот и все. Не укради, не убей, не грабь, не ври, не коррупционируй, там, ну и много-много, да, тоже кража, коррупция. Вот и все. Вы используете термины, которые не понимаете значения этих терминов. Вот в чем наша проблема. Происходит подмена понятий. Нам пытаются подменить. Это вот телефон, да, допустим, вот он телефон. У этого телефона две функции есть. И если по ним можно говорить, а можно фотографировать и видео снимать там на разные. Правильно? И ты мне говоришь, томагавк, ты мне говоришь, нет, телефон может только снять, это камера, он только снимать может. А я тебе говорю, нет, по нему можно разговаривать, снимать нельзя, я тебе говорю. Ты говоришь, нет, а я говорю, нет. Вот на чем у нас с тобой спор. Хотя обе функции этот телефон выполняет. И звонить можно, и снимать можно. И думай, динак, отстир, лецовый. Way heel tsakhilar, way образованный tsakhilar, way иердейтан дель. Видишь что? Way иердейтан way. Асхшан шабек ти бех билар бацвай. Way абуцуна дуку бог бех. Видишь что? Шариат убой, дель динну убой, дел убой. Хайн хацут иеч цун духал вал бохик. Хайн хам خلق ديش دلا, хай мох خلق беш бала, хай мох хабехна, маи бохик. Оудал чуится бохик, ди бог. Вот иждаиш шариат садуч. Почу гоуши. Шариат бог. Шариат маан садуч. Хубог ду цакич. И садуч. Садуч эрадоли. Нохчи. Кобай эзер орвай ку Европе. Садуч. Так, Дион. Дальше. Дания вроде придумала дроны, что летят, находят провода, на которых садятся и подзаряжаются, пока летят до цели. Да, и это есть, по-моему, украинцы тоже об этом уже разработки, это украинские, и там есть какие-то. Но еще знаете, что во время боевых действий вот эти провода, они бесполезны, они сразу же электричество обрубается. И это если в мирном городе где-то, когда, например, нужно отправить там с Воронежа куда-нибудь на Воркуту этот дрон, да, вот он может садиться, лететь там, заряжаться, дальше лететь и так далее. А во время войны нет никаких электросетей, и это все обрывается при первом же обстреле. Так, какая разница между феодалами были или демократы тогда? Сейчас на это не смотрим. Вон в Саудии демократии не пахнет, там полный авторитаризм. Но вот это они не стали врагами Европы и США. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Журналист, американский журналист арабского, саудовского происхождения Хашоги был убит, расчленен. Понимаете? Это американский гражданин Соединенных Штатов Америки. Это журналист Вашингтон-Пост, по-моему, если не ошибаюсь. И что? Ничего. Вот это и есть принципы. Ва алейкум ассалам, гражданички, Машуаль. Так. Шайна цабол на шариат бага нади цербинц цуна цахум шедеш цауль. Да, бадой гражданички.
То есть, просто это пропаганда. Моду хайшу, вот вам постоянно льют, вы смотрите какие-нибудь каналы, и вам постоянно про это рассказывают какие-нибудь там люди. И ты все, я истину открыл, истину знаю. Нет, это не так. Давайте каждый термин, каждое слово разбирать, и мы поймем, что это далеко не так, как нам преподносят. Понимаете? Здесь большая работа ведется. Очень красивый язык, хотелось бы знать его. Да, Ванетка, чеченский язык красивый. Спасибо. Я просто забылся и немножко переключаюсь на чеченский язык. Так, давайте дальше. Бажаю міцного казацького братьку. Зураб, бажаю вас, витаю, дорогой. Слава Украине. Зураб, а ты случайно не грузин? Имя у тебя грузинское. Алекс Кротов, в Нью-Йорке мэр мусульманин. Да, говорят, да, но и какая разница? Иудей он, христианин он, мусульманин. Он мэр Нью-Йорка, он должен служить нью-йоркцам. Всем, и христианам, и мусульманам, и иудеям, всем, без разницы. И, кстати, евреи его нью-йоркские очень сильно поддерживают, говорят. Поэтому, но мне кажется, это популист какой-то. И, кстати говоря, это говорит о менталитете американцев, как о менталитете украинцев. В принципе, людям без разницы. Зеленский еврей по национальности. Избрали его украинцы абсолютно спокойно, с большим перевесом его голосов. Никаких вопросов. Избрали в Нью-Йорке вот этого Мамдани, или как его зовут. Тоже нам искусственно навязывают. Ведь народы же не воюют. Воюют, как говорит Аят постоянно, это правительство развязывает войны. Государство, правительство ведет эти войны. Они нас натравливают друг на друга. А нам что делить? Что нам, простым людям, делить между? Я каждый день вижу вокруг себя христиан, мусульман. И вообще не возникает у меня вопрос там, иудеев, кто он. Или мне важно, какой он человек. Честный он, порядочный он. Надежный он, если это по работе касается. Можно ли ему довериться, держит ли он слово, лживый он или нет. Если он лживый, то какая разница? Я от него буду держаться на дистанции. Мусульманин, он пускай он будет там чеченец, мусульманин, там, но он лжец, мерзавец. Зачем он мне нужен? Вот это же все. Так и должно быть. Так. Мы рождены не для того, чтобы радоваться роскоши машин, элитным дом, дорогих машин, телефон, изящной красоты. А все это заманчиво. Не заблуждайтесь, не старайтесь быть красивым. Просто будьте людьми чести и свободными. Да, Буря, совершенно верно. Совершенно верно. Конечно, можно, Алексей, конечно. Для этого я как раз включил стрим, и уже 1,5 часа, без 2 минут сижу перед вами. Ну, вы задавайте вопрос, либо я уже сворачиваю наш сегодняшний стрим. Ну да ладно, друзья, на этом я свой тогда стрим закончу. Алексей, я жду вашего вопроса, еще буквально минутки и все. На этом можно будет заканчивать. Спасибо, друзья, что смотрите и поддерживаете. Я постараюсь завтра выйти в стрим, но ничего не обещаю. Посмотрим, как получится. Ну и вот последний вопрос от Алексея. Как вы относитесь к словам Кадырова «священная война»? Ну, как я могу относиться к войне, которая ведется против свободных людей, людьми, которые кроме рабства ничего не приемлят? Отрицательно отношусь. Спасибо, что спросили. Здоровья, жду книгу. Обязательно, Баванетка. Ну, не то, что обязательно. Я постараюсь. Всего самого хорошего. Спасибо. Далмула ичкерихир. Далмула шадик ичкерихир.
Слава Украине! God bless the United States of America and Germany. Ам Израиль Хай. Все будет Ичкерия. Адикер, Маш, Ойл. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. И вам, Алексей, спасибо.